В общем, друзья, я в данный момент нахожусь города Арысь. Как вы видите, на заднем фоне от меня располагаются дома. Эти дома были построены после активной, скажем, бомбардировки города. Все вот эти дома они прилегают к воинской части города Арысь и были реконструированы после вот всех вот этих взрывов. Сейчас, вот в данный момент я сейчас нахожусь на мосту самого вот этого действия. То есть отсюда, насколько я помню, никаких съемок не велось. Отсюда же не было никаких съемок же. Никто здесь съемки не вел, но точка достаточно такая хорошая точка, грубо говоря, была бы вообще идеально для произведения съемки фото-видео. Давайте вам покажу. Вот это железнодорожный мост. Может, помните бегущие дети, которые перебегали. На каком, вот помните, ребят, смотрите, это Бауке Манатов, достаточно известный человек в Южно-Казахстанской области, бизнесмен, активный гражданин и коноплевод. Ну и как его называют? Наркобароном Шымкента. Вот да, смотрите. Вот дадим ему слово. Город Арысь — это пересечение 9 дорог, как говорится в народе. Справа у нас большая дорога, куда ведут в сторону Шардара и Жетысай, на обратную сторону Чимкент, Кызылорда и дальше. И в Алмату в Астану. Вот видите еще железные дороги, где осуществляются перевозки грузовые и пассажиры в этом направлении по всему Казахстану. В свое время здесь работал депо, и сейчас работает. Но сверху, если посмотреть касательно города Арысь, вот какие масштабные работы, ремонтные, строительные работы велись. Я лично сам от имени народа хочу выразить благодарность акиму города Арысь, Кадырбек Мурат, потом акиму Киргизстанской области Умурзак Мистаевичу. Хочу выразить благодарность от имени народа, так как такую масштабную строительство за короткое время и качественную, и стопроцентную работу еще, насколько я знаю, даже в интернетах не видал, что строили в огромном количестве строительства, построили один город, восстановили, и никаких следов с прошлого плохих дней. Ну, уже вы, наверное, видели, город живет в обычном режиме, люди работают, ходят, соблюдают все меры санитарных норм. Еще что могу сказать? Вообще все классно и прекрасно. Скажите, пожалуйста, Бауке, вот когда велись, так скажем, в кавычках, боевые действия, когда вот начался вот этот весь хаос, первая видеосъемка была произведена издалека. А с какого именно примерно дома? Потому что там был дом, и между домами был как раз таки вот этот гриб, как после ядерного удара. Вот смотрите, было съемки изнутри, скажем, практически нет. То, что вы спрашиваете, это было с этого ракурса, где видите пятиэтажные дома, но чуть подальше. Оттуда было видно этот сарана. Но это далеко от воинской части. А издалека они как бы сняли. Но находились дома, видимо, увидели и сняли, да? У всех же сейчас мобильные камеры в руках, как в виде телефона, и так и в виде других электронных инструментов. А тут понятно, взрыв произошел, инцидент с этой стороны,
нельзя сказать, что было боевые действия. Это не боевые действия, это стихийное бедствие. Стихийное бедствие, которое было как форс-мажор, не в силах удержать рукой человечества, наверное. Природная катастрофа можно называть, так как неконтролируемая. Многие в интернете высказывали такое мнение, то, что вот этот инцидент был халатностью нашего правительства, а именно халатностью со стороны Министерства обороны в области неправильного захоронения и уничтожения боеприпасов. Ну, я бы так не сказал, потому что во время взрыва я находился именно в этом городе. И старались, сколько вместе люди в машину влезет, вытащить из города вместе с нами. Но, знаете, тут вины кого-то сказать тяжело, так как по практике после взрыва Арийской воинской части произошло и в других странах, на примерах Россия. Тоже военные арсеналы, и там как бы также было взорвано, не взорвано, а взорвался. Потом в Китае химический завод взорвался, целую провинцию как бы уничтожал вместе с домами. Это чисто стихийное бедствие. Чисто стихийное бедствие не от рук людей. Люди, насколько я знаю, правительство создано для того, чтобы защитить своих людей и позаботиться, а не уничтожать. Правительство такими делами не занимается. А кто занимался вот именно вот этими грязными, так скажем, вот этими действиями, пиарами, именно, да? ну, может, пиарами, но по-любому, учитывая наши реалии в Казахстане, можно, ну, твердо сказать то, что, ну, опять же, воровали, воруют и будут воровать, как говорится. Ну, знаете, есть разные мнения. Коррупцию остановить до сегодняшнего дня, наверное, тяжело приходится, но последние события доказывают, что многих людей задерживают с коррупцией, и эти практики вводятся, делаются, но мы отойдем от этого время от времени. Уже меньше, уже коррупции почти, можно сказать, очень мало. Но нету, не скажешь, конечно. А насчет мнений того, что кто-то взорвал, кто-то виноват, кто-то что-то, есть у народа разные мнения. Кто как подумал, у нас же свобода слов, кто как подумал, так и наговорил, да? Во-первых. Во-вторых, кому-то нужна какой-то пиар, больше просмотров в социальных сетях, или же больше того и другого. Как тебе, который в данный момент, да, которого сейчас никто не смотрит уже. Да, мы тоже как бы стараемся, чтобы привлечь больше людей, чтобы просмотрели нашу деятельность во благо народа Казахстана. Ну, точно так же, кто работает в этом пиар-компании по честному труду, по правильному путю, а кто-то по грязному, по-разному может. А можете, пожалуйста, сказать, где вот велись те самые активные, ну, то есть пользователи в интернете заметили достаточно интересную вещь, то, что дети во время, когда дети перебегали через железнодорожные пути, был взрыв, хлопок и полет снаряда. Это где именно примерно происходило? Знаете, это происходило в то время, я видел этот ролик, я хорошо знаю местность нашего города Арыс. Это далеко от эпидемии взрыва. То есть в сторону Шымкента люди пытались убежать. Вот в это время где-то там увидели, что был взрыв, и люди боялись, так как раньше такого в мирное время никто не повидал. Но были, говорят, были же вот взрывы уже до этого. Вдоль дороги стоим, если две машины столкнется, будет звук соответственный. Точно так же раздался шум звука из взрывчатых веществ. И люди побоялись, да, и по железной дороге, по путям
вне, по полям, куда люди не убежали. Но самое главное, это происходило очень оперативно, и все живы, здоровы, слава Богу. Вот скажите, в каком месте находится, ну, вот тот такой эпичный момент, где солдат бежал и крикнул: «Муха, бегом, бегом!» Это где примерно находилось? Это приближается к воинской части. Воинской части. Воинской части, вот, которая находится вот здесь, где белая, да? Да. Ну, насколько я понял по видеосюжету, это приближенные районы к воинской части. Да, вот это все новые дома, как вот красные видите, как инкубация. Их построили. Вот все население, солдаты пытались помочь эвакуироваться и сильно старались. Ну, неожиданно, наверное, все происходило. Да, было, наверное, неуспеваемости, было, наверное, как бы задержка оперативности. Лично я сам в этом плане не могу ничего сказать, так как не профессионал в военных действиях. А вы сами вот где в момент, вот так скажем, вот этого обстрела, вот, самой вот этой, так скажем, жары, где вы в тот момент находились? Я когда вы услышали все это? Вблизи Акимата, прямо по улице Акимата. И я лично сам глазами увидел, как сам Аким города Арыс помогал людям собственноручно, отправляя людей на своем машине эвакуироваться, и остался как бы без машины. Все, понял. А как остался без машины он? Ну, свою служебную машину, наверное, других машин, там людей да, много было, населенных пунктов, и их сажал, пересажал всех, и как бы старались эвакуировать. Я был свидетелем этого события. Ну, до этого можете, пожалуйста, дать комментарий? Ранее в нашем с вами разговоре вы говорили то, что проходите, пацаны, смело проходите. Шлем одевайте. Эти, блин, по беспределу бегают, ребята. Ни шлем, ничего не одевают. Барбар. Ну так, какой вопрос? У меня вопрос такой. Вы говорили в одном из наших разговоров о том, что дома, ну, некоторые недобросовестные граждане пытались, так скажем, чтобы мы отремонтировали, грубо говоря, дом. Понимаете, у людей есть разные характерами, разными как бы взглядами на мир и жизнь, да? В это время, когда произошло после происшествия арысского события, начался немедленно работа по восстановлению города. И тогда произошли такие события, которые как бы не хочется даже сказать, стыдно даже сказать, да? Были люди некоторые, у людей бывают разные там люди среди населения. Есть такое, когда начали оценивать дома и начинает строительство новых домов, были дома, которые старые, издавна уже треснувшие. Эти дома, хозяева этих дома ссылались на то, что их дома было треснуто из-за снарядов, то есть попались туда снаряды и все такое дела. Но экспертиза показала и доказала, что эти дома давно подлежали сносу или как бы треснуты, или же там старые дома, да? Ну, были попытки такие. И эти же люди восставали в то время, что нет, не хотят делать наш дом и все такое дела. Не, наоборот, правительство посмотрело
И быстренько там оценили. Кому нужно отремонтировали, кому нужно построили новый дом. Кому надо денежные эквиваленты, скажем, магазины за товары, да? Они возвращали и восстанавливали все. И на сегодня, как видите, Арыш живет прежней жизнью, но на новой, хорошем городе. В общем, вот так вот. У нас это самый высокий мост в этом городе. Здесь можно пол города посмотреть сверху. И видно Почти самая высокая точка в городе. Да, можно и так сказать, что большинство этот город можно посмотреть сверху. В других местах, я думаю, сверху так не посмотришь. Вот так вот получается. Ну, слава богу. В других странах даже не помогали людям. Абсолютно не помогали. Вы, я надеюсь, не пострадали, ну, то есть, когда начались сами бомбежки, вы пытались Нет. уехать из города и помогали Снаряды людям? были умные, на людей они не попадались, насколько я знаю. Ну почему? Люди же, кто-то же погиб же во время обстрела. Ну, это уже прямо на самом эпицентре. То есть непосредственно Среди на населения, территории, среди народов. на территории воинской части, да? Наверное, да. Я точно не могу сказать. Должно быть так. Но насколько я знаю, среди населения пострадавших именно от снарядов не было. Ну, было, да, шок, боязнь, нервная там неустойчивость. Из-за этого как бы стресс поймали люди, бывали такое, а их быстренько вот в Шымкентской больнице принимали всю ночь. В тот же день ночью президент Касым-Жомарт Токаев прилетел. Умурзак Исаевич Аким области вообще здесь месяц находился вместе с народом. Я сам лично благодарен. Все, я вас понял. Так что вот, ребята, делайте свои выводы касательно того, что здесь происходило. Бауким Манатов достаточно известный человек, личность он нейтральная. То есть бизнесмен, занимается... О, кстати, чем вы занимаетесь в Бауке? Да? Чем вы занимаетесь в данный момент вообще у вас? Ваше... Ну, на сегодняшний день... На сегодняшний день, да? Да, мы занимаемся сейчас исследованием, лабораторными делами по продукции из технической конопли. Техническая конопля мы начали работать 5 лет назад. В то время на Средней Азии наверняка почти другие страны не начинали даже. Мы выявили в лабораторных условиях и нашли, что можно с нее делать 20 тысяч наименований готовой продукции. Сейчас во благо народа наши новые бизнесмены, наши будущие молодежи должны воспользоваться с этим новшеством. В этом направлении мы вкладываем все усилия, но, к сожалению, пока что никакой со стороны государства грантов ни других помощи пока что не получали. Но во благо нашей страны для процветания мы делаем все, что в наших силах. Все, я вас понял. Спасибо вам за то, Ну, что запоминайте, бывает после этого... то, что вы развиваете. Вот интервью. это единственный, честно скажу вам, ребят, Бауке, это, к сожалению, можно сказать, единственный человек, который продвигает тему, как называется, технической конопли. Техническая конопля — это конопля, из которой могут делать те же самые канаты, бумагу, подушки, строительный материал. До 20 тысяч наименований можно из конопли делать. И все технологии... у Ее, нас кстати, уже- не только можно курить. Как вы говорили, я ее никому не даю или как? Как сказать?
когда авторские права, когда сам придумываешь все. Нет, у меня много конопли, но я никому не дам ее покурить, что Да. такое. Я, Как? как говорится. Да. Ну это, у меня много конопли, но я никому не отдам ее курить, так как там содержания наркотических веществ нет. Соответственно, не хочу травились люди и не заболели, да? Вот так вот получается. Так что, ребят, Только для производственных целей, для развития страны в сфере строительных материалов, в сфере текстильных и бумажных производств. ну, ребят, я, конечно, хочу сказать, я не любитель, конечно, курить там траву и так далее. Ну, да, трава не наркотик, но, опять же, я не пропагандирую наркотические средства. Я пропагандирую, что можно сделать из таких, так скажем, пагубных вещей, как конопля, то, что из нее можно получить достаточно интересный продукт. Надеюсь, мы сегодня посмотрим. Сегодня, завтра, либо в следующих выпусках я расскажу, как производится, делается очистка данной конопли, технической конопли. Ладно, спасибо вам, Бауке, за такую вот Да. за экскурсию. Да. Экскурсия была записана на видео, потому что трансляция не работала. Поэтому то, что я видел, это, конечно, жесть. Путешествие Тожоле, путь флага, Алматы-Атырау продолжается. Со своей стороны прошу тех, кто сможет помочь, оказать какое-либо финансовое содействие для достижения моей цели. Впереди достаточно много будет интересных мест, о которых вы знали, но боялись, скажем, спросить: ой, а что это такое тут? Горит, не пожар там случайно? Дым транспорта. Я думал, Нет, мусор, наверное, мусор. горит. Да. Странно. Вот так вот. А тем, кто смотрит, скорее всего, сотрудникам Комитета национальной безопасности, хочу сказать: ребят, мое путешествие, опять же сразу скажу, не политическое. Я не пропагандирую там смену власти и тому подобное. Я пропагандирую, чтобы наши люди уважали государственные символы Республики Казахстан. Видите, шток с государственным символом. Его, к сожалению, плохо видно, но какой-никакой флагшток здесь есть. Ладно. Всем счастливо. Как говорится, Аллах. С вами был Айтиленов Нурали.